Школьники Сосногорского района получили продуктовые наборы за вторую неделю обучения в дистанционном режиме. Напомним, что в течение всего периода удаленной учебы сухпайки будут вручаться учащимся младших классов, детям с ограниченными возможностями здоровья и ребятам из малоимущих семей. Ученики городских школ, проживающие в поселках, получили продукты, не выезжая в город. Так, например, в школе номер 1 на сегодняшний день обучаются более 70 юных жителей Пожни и Поляны. Наборы для них доставили прямо в населенные пункты. Сегодня мы выдавали продуктовые наборы нашим учащимся, детям, которые учатся в нашей первой школе. Это дети из поселка Поляны и поселка Пожни. Их всего 76 человек. Все получили сегодня продуктовые наборы, какие полагаются для учащихся первых-четвертых классов и категории льготников 5-11. Доставку взяло на себя управление образования. К процессу подключились и народные избранники. Так, в Усть-Ухте сухпайки по домам школьников развез депутат районного совета Вадим Кучумов. А в гости к жителям Пожни и Поляны пришел депутат Совета городского поселения Сосногорск Егор Тучин. У нас в стране сейчас непростое время в связи с пандемией коронавируса, и все люди, и в особенности дети, находятся на дистанционном обучении. Они получают бесплатное питание в школах. Естественно, когда они сейчас находятся на дистанционном обучении, это питание не получают. Вот сегодня мы привезли для детей первой школы сухие пайки на недельный срок, чтобы они могли, не находясь в школе, питаться. Стоит отметить, что по вопросам, связанным с выдачей продуктовых наборов, жители района могут обращаться в школы либо в управление образования по телефону 5 62 80. Добавим, что продуктовые наборы получили и студенты Сосногорского технологического техникума, относящиеся к льготным категориям. Работники техникума уже доставили продукты обучающимся в населенные пункты не только Сосногорского, но и Ухтинского районов. Елена Двожик, Андрей Калиничев и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. В России продолжается режим самоизоляции. Многие предприятия и организации перевели своих сотрудников на удаленную работу. Но остались и те, которые не могут себе этого позволить. В частности, организации, представляющие жилищно-коммунальный комплекс. Так, например, управляющие компании ежедневно обслуживают жилфонд. И остановиться этот процесс не должен. Работа у нас с жильцами не контактируем, только если обращаются напрямую. А так у нас подвалы, чердаки, подъезды. Обрабатываем, подъезды обрабатываем, а подвалы, чердаки также ремонтируем. Течи бывают и устраняем. Конечно, работа в этот непростой период накладывает свой отпечаток. Безопасность, говорит мастер, сегодня выходит на первый план. Ведь так или иначе они контактируют с жителями домов. Перчатки, маски обязательно. С утра дезинфекция рук. Здороваемся на расстоянии. График работы, прием граждан, что вообще изменилось? Прием граждан не осуществляется. Единственный, кто контактирует с гражданами, так это я или другой мастер. Сотрудники компании в штатном режиме наводят порядок на придомовых территориях, выполняют заявки жителей домов, ведут расчеты за жилищно-коммунальные услуги, а также круглосуточно осуществляют аварийно-диспетчерское обслуживание. Но сегодня нагрузка на сотрудников управляющей компании существенно возросла. Помимо обычного объема работ, они не просто делают уборку в подъездах, а проводят в них дезинфицирующую обработку специальными составами. Напомним, в период повышенной готовности такие мероприятия в жилых домах должны проводиться ежедневно. Елена Двожик, Влада Гришаева и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Как в условиях самоизоляции платить за электричество и тепло? Когда закончится отопительный сезон? Эти и другие вопросы сегодня волнуют практически каждого. На этой неделе получить ответы на них представилась возможность у журналистов редакции региональных и муниципальных СМИ. В режиме видеоконференции о работе энергообъектов Республики Коми в условиях пандемии и проблемах оплаты энергоресурсов рассказали директор филиала Коми Пауты Плюс Сергей Добров и генеральный директор Коми энергосбытовой компании Елена Борисова. Руководитель Т+ отметил, что, несмотря на сложившуюся обстановку, сегодня все объекты компании работают в штатном режиме, предпринимая при этом усиленные меры защиты персонала от всех негативных последствий, которые возникли в связи с пандемией. Добров заверил, что ситуация никак не скажется на сроках проведения ремонтных работ в межотопительный период. На сегодняшний день
практически законтрактована поставка запасных частей материалов под ремонтную и инвестиционную программу, ну, скажем так, условно на 95%. Надеемся, что все поставки, которые законтрактованы на сегодняшний день, то есть поставщики нас не подведут и, в общем-то, доставят нам все в срок. Поэтому мы надеемся, что даже если затянется вся эта ситуация, то мы свои намерения по ремонтной кампании, по инвестиционной кампании выполним на все 100%. Однако повод для волнения все-таки есть. Сегодня, говорят энергетики, уже начинает складываться тревожная ситуация, связанная с неплатежами. Это может означать, что у компании не будет достаточно средств на закупку необходимых материалов для проведения ремонтных работ и выплату заработной платы сотрудникам. Все это может привести к крайне негативным последствиям. Об этом же, в свою очередь, сказала и руководитель энергосбытовой компании. На сегодняшний день задолженность на территории Коми составляет более 4 миллиардов по электроэнергии и более 5 миллиардов по теплу. И большая часть – это долги населения. При этом компания сегодня предоставляет широкие возможности в режиме онлайн как для оплаты, так и для передачи показаний счетчиков. То количество способов, которые мы предоставляем, я думаю, что не предоставляет практически никто, потому что это можно передавать и через Viber, и через WhatsApp. Мы запустили в этом году свое приложение «Мой сбыт», оно называется. Также у нас заключены договоры со Сбербанком и с почтой, где также можно осуществлять передачу показаний. Ознакомиться с полным перечнем сервисов можно на сайте компании. Тем более, что с помощью онлайн-платежей можно существенно сэкономить на комиссии. Главное, даже в сложившейся ситуации постараться не копить долги. Да, в соответствии с постановлением правительства, с 6 апреля и до конца этого года пени неустойки начисляться не будут. Но рано или поздно мораторий закончится. Пени, которые, еще раз повторюсь, с 6 апреля и до конца текущего года начисляться они на самом деле не будут. Но я тоже прошу вот всех тоже донести до наших граждан, чтобы они понимали, что задолженность, если они будут накапливать задолженность, соответственно, с Нового года, когда уже закончится этот период моратория, пени будут продолжать начисляться, и в том числе на ту сумму долга, которая образуется и с 6 апреля до конца 2020. Поэтому все равно платежную дисциплину нужно поддерживать, не накапливать огромные долги, потому что легче платить небольшими суммами, чем потом оплачивать огромную сумму долга. Елена Борисова также отметила, что новое постановление, с одной стороны, дает некоторые послабления для граждан в части оплаты услуг, с другой – не ограничивая деятельность компании по взысканию долгов на этот период. И если будет иметь место судебный приказ, то он будет передан на исполнение в службу судебных приставов, которые в соответствии с законом будут предпринимать те меры воздействия, которые предусмотрены законодательством. Завершая встречу, директор филиала Коми ПАО «Ты плюс» Сергей Добров коснулся особенностей окончания отопительного сезона в этом году. Сам отопительный сезон, он как продолжался, я имею в виду для населения, точно будет продолжаться. Но по индивидуальным заявкам готовы рассматривать и готовы, в общем-то, включать, потому что подавать ресурс, который заведомо, и оплачиваться будет тяжело, скажем так, поэтому мы готовы отключить. В первую очередь, это предложение адресовано учреждениям, чья деятельность приостановлена и до конца сезона уже вряд ли возобновится. Елена Двожик, Вести Тимана, Сосногорск. 21 апреля коронавирусная инфекция пришла и в Сосногорск. Ее обнаружили у жителя муниципалитета, который находился на лечении в Центральной районной больнице. Пациента перевезли в Ухтинскую городскую больницу номер 1. После этого в ЦРБ были проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия для недопущения распространения инфекции. В связи с растущей угрозой в Республике Коми были введены дополнительные ограничительные меры. Одна из них – карантин на территории Ухты, Воркуты, Усинска и Печоры. С 23 апреля в этих муниципалитетах ограничили въезд любым транспортом в отношении граждан, не имеющих там регистрации или недвижимого имущества. При этом имеется ряд исключений, в основном связанных с профессиональной деятельностью.
Также 23 апреля в Коми утвердили порядок выдачи цифровых пропусков. Они предназначены для сотрудников организаций, деятельность которых не приостановлена, а также их служебного автотранспорта. Получение пропуска осуществляется на основании электронной заявки на специальном сайте и согласовывается администрацией главы Коми. При этом бумажные пропуска остаются легитимными до окончания срока их действия. Тепличный комплекс «Сосногорский» – предприятие молодое и только начинает завоевывать рынок. Однако уже сейчас можно сказать, что его продукция пользуется спросом у населения. И предприятие старается чутко реагировать на его потребности. Так, например, совместно с региональным Минсельхозом и Министерством труда Коми тепличный комплекс инициировал дополнительную социальную помощь для пожилых людей. Одиноким пенсионерам старше 65 лет, вынужденным оставаться дома во время самоизоляции в период борьбы с распространением COVID-19, будут доставляться бесплатные свежие овощи. По словам гендиректора комплекса Евгения Фатеева, предприятие еженедельно будет поставлять томаты и огурцы в социальные центры не только нашего муниципалитета, но и Сыктывкара, Эжевы, Ухты и Кнеш-Погосского района для дальнейшей адресной доставки нуждающимся. В Сосногорске этот процесс организован через автономный некоммерческий центр «Забота», который осуществляет социальное обслуживание пожилых и инвалидов на дому в нашем и Троицко-Печорском районах. Особо я бы хотела выделить такую категорию граждан, как граждане 65 лет и старше и маломобильные граждане, именно одиноко проживающие, поскольку они особо нуждаются сейчас в поддержке. На прошлой неделе мы охватили 106 граждан, именно из категории наших получателей социальных услуг города Сосногорска и села Усть-Ухта. Дарит вам овощи свеженькие вам к столу. И сколько надо? Нисколько. Это все бесплатно. Для вас, для одиноко проживающих. Кушайте на здоровье. Спасибо. На сегодня мы рассматриваем возможность транспортировки данной продукции и в другие населенные пункты Сосногорского района и даже Троицко-Печорского района. От лица нашей организации АНОЦИ «Сонзабот» я бы тоже хотела выразить огромную благодарность в адрес Сосногорской теплицы, поскольку они на сегодня не остались в стороне в такое тяжелое время и всесторонне поддерживают наших граждан. Присоединиться к благотворительной акции решил и территориальный центр по социальному обслуживанию населения, тем самым расширив количество тех, кому будет оказана помощь. По итогам работы «АНО Забота» у нашего центра тоже появилась такая возможность заключить договор, безвозмездный договор на поставку продукции тепличного комплекса. На сегодняшний день мы определяем категорию благополучателей продукции тепличного комплекса. Также определяем возможности волонтеров, которые будут помогать в распространении этой продукции не только жителям нашего города, но и близлежащих районов. Благодаря Центру соцзащиты и тем волонтерам, которые согласятся прийти на помощь, поддержку в виде свежих овощей смогут получить одиноко проживающие граждане старше 65 лет, семьи с детьми-инвалидами и семьи, находящиеся в социально опасном положении. Тепличный комплекс «Сосногорский» еженедельно собирает 240 тонн овощей. Из них 90 тонн томатов и 150 тонн огурцов. В апреле предприятие ожидает повышения объема производимой продукции благодаря увеличению светового дня. Несмотря на объявленную пандемию нового коронавируса, комплекс продолжает работать бесперебойно 7 дней в неделю с соблюдением всех необходимых профилактических карантинных мероприятий. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В это непростое время большинство людей вынуждено соблюдать режим самоизоляции. При этом многие продолжают работать, поскольку от них зависят человеческие жизни сегодня и состояние всей экономики завтра. Но есть и те, кто часть своего свободного времени добровольно посвящают помощи людям, которым требуется поддержка. Речь идет о волонтерах. Действуют они и в Сосногорском районе. Уже в самом начале эпидемии в муниципалитете был создан волонтерский штаб для оказания адресной помощи одиноким пенсионерам старше 65 лет и маломобильным людям, вынужденным оставаться на самоизоляции. Добровольцы покупают продукты питания и лекарства, а затем лично доставляют их домой. Я решила стать волонтером, потому что мне не доставляет особого труда помогать людям, попавшимся в трудную ситуацию. Мне не тяжело купить продукты и занести им одиноким пенсионерам.
На сегодняшний день в Сосногорском районе действует около 30 волонтеров. С начала эпидемии они выполнили почти 70 заявок, поступивших от пожилых людей муниципалитета. По всей России организовано волонтерское движение, в том числе и в Сосногорске молодцы, тоже поддержали эту идею. Я очень благодарна волонтерам, которые поддержали меня в трудную минуту. Вот желаю всем здоровья, скорейшего выздоровления, кто болеет. И я думаю, что мы победим эту коварную болезнь. Для того, чтобы обратиться за помощью к волонтерам, необходимо позвонить по телефонам, которые вы сейчас видите на своих экранах. Добровольцы не заставят себя ждать. Работа неравнодушных сосногорцев – это их вклад в будущую победу над коронавирусной инфекцией. Стать волонтером может каждый. Для этого достаточно лишь примкнуть к их рядам. А можно просто соблюдать режим самоизоляции, а также соблюдать все советы специалистов. Елена Двожак, Андрей Калиничев и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск.